деле с уважением относится к своим соперникам. Вместе с тем очень... Рост 29 лет, 67 и 60 килограмм. Его цели победили верного положения. Он представляет клуб Тайман Басса Петербург. Левый сын Кыргызстана Азамат Шуманасов! Его победили красные годы. Бойцу 23 года. Рост 175 сантиметров, вес 68 и 60 килограмм. Его профессиональный рекорд 4 победы и только одно положение. Он представляет клуб Тайман и самый Россия Песни Марк Золотов! Стоит отметить, что Азамат Жуманазаров вышел за несколько дней до боя на замену. У него была очень-очень тяжелая весогонка. И посмотрим, как он восстановился, насколько готов он к поединку. Насколько мне известно, Азамат настолько тяжело прошел весогонку, что практически терял сознание, да, на официальном взвешивании. Надо понимать, что, конечно же, скорее всего, он весил гораздо больше. Вот, Марк демонстрирует то, в чем он хорош. Да, агрессивное начало. Агрессивное начало, практически просаживание соперника, да. Азамат понял, что, в принципе, лучше держать этого товарища на расстоянии. Да. Смотрите, удар ногой от Марка мы не часто видим. О, вот это да! В принципе, вот это да! Вот хочу сказать же за свою профессиональную, да и любительскую карьеру, Марк Волков ни разу еще, если я ничего не путаю, не уходил не то чтобы в нокдаун, в нокаут. По профессионалу не было такого, да, у Марка. И в профессионалах, и в любителях в том числе. Марк хорош тем, что он уверенно делает те простые вещи, которые у него очень отлично получаются. Знаете что, бьет, да. когда мы узнали Никит, о том, что... мы с тобой уже достаточно давно сидим здесь возле микрофона, давай на «ты». Я обращаюсь к нашим зрителям. Да, к нашим зрителям. Да. Окей. Когда стало известно, что Азамат выходит на замену, я говорил с несколькими людьми Санкт-Петербурга, и мне сказали, что они знают этого спортсмена, и в своем, если не ошибаюсь, предыдущем бою он так же, как и сегодня, был очень сильным андердогом, то есть не фаворитом, и он апсетнул, можно так сказать, своего соперника. Вот, а сейчас переведите на русский, также для наших зрителей. Это означает, что не являясь фаворитом, одержал победу. И смотрите, сейчас тоже бой начался с удачных действий Марка, а затем уже Азамат Жуманазаров попал. И Марк был близок к остановке, собственно. Ну, вот я не могу сказать, что Марк плохо чувствует себя в партере. Нет, мы видим, что Марк пробует закинуть свои ноги на рычаг, на треугольник. Неплохо чувствует себя в партере, он достаточно уверен, делает, вот я говорил, те вещи, которые у него получаются. В стойке у него хорошо получается бить, он, собственно, бьет. Бить руками. Да, бить руками, именно. Совершенно верно. Но, насколько мне известно, вот тренер Марка... Исмаилов Наби Анварович, которого мы сейчас можем видеть в углу, в прошлом высокоуспешный, если можно так выразиться, тайбоксер. Да. Да, и мы видели то, что, вероятнее всего, Марк пытался продемонстрировать наработки, да, которые он провел с тренером. Но, в принципе, не с пустым багажом пришел Марк уже в смешанное единоборство. Изначально он все-таки имеет боксерскую подготовку, и мы видим, что в стойке у него лучше гораздо получается работа руками. Да, неплохие навыки грэпплинга приобрел Марк. Конечно, вяжет он сейчас своего соперника. Стоит отметить также, что в углу Марка находится и чемпион битвы на Волге в полутяжелом весе Владимир Селидовцев. Он подсказывает ему. А вот сейчас мы видим, не заходить, Марк очевидно. Пытался застегнуть треугольник. И треугольник очень успешно он застегнул. Но пока не плотно. Не плотно. Пока не плотно. Немножечко подтянуть. Пока Азамат держится. Вопрос. Марку остается только заправить руку. Заправляет руку, закручивает, докручивает тазом. И если... Нет, замок расстегнут. Нет, этот треугольник не будет успешным завершением боя. Бой продолжается. Жуманазаров уже в сайд-контроле находится. Марк пробирается все выше. Марк немножко... Марк, по-моему, одну ногу забрал, да? Утрачивать позиции я затрудняюсь, потому что мы не на экранах, не, собственно... Он пытается восстановить гард. Пытается двумя ногами обхватить вот он его соперника. практически восстановил. Да.
пытается вытащить. Жуманазаров работает по корпусу, Марк отвечает снизу. Ну вот Марк восстанавливает гард. Ну просто если возвращаясь к вопросу весогонки, да, надо понимать, что скорее всего после взвешивания, после восстановления Жуманазаров хороший треугольник. Очень хороший треугольник. Рука там, где нужно. И замок Жесткий плотно захват. закрыт. Замок плотно закрыт. Жуманазаров пытается снять не в ту сторону, он только усиливает давление, да. Пытается дарить, возможно, это последний рывок, пытается сорвать замок, и мне кажется, у него получается. Это захват за экипировку. Тяжело видно. Это захват за экипировку, с рефери сбивает руку. Терпит Жуманазаров. Очень терпеливый боец. Очень терпеливый. Особенно учитывая то, через что он прошел на взвешивание, и показывать такой конкурентный поединок на коротком уведомлении. Снова захват за экипировку, снова рефери. Кто кого хватает, честно говоря, не вижу. Жуманазаров хватает Марка Волкова за экипировку, да, рефери срывает захваты. Я не исключаю, если захват за экипировку еще 10 раз. секунд 10 осталось. секунд. Терпит, бьет. Вот, я думаю, слышим, подсказывают высока терпи. вероятность того, что он дотерпит. Очень терпеливый спортсмен. Очень интересный первый раунд. Очень не хватался за экипировку. Да, Начинается второй раунд. Вот, если перефразировать третий закон Ньютона, подобное действие порождает действие. Соответственно, Марк продемонстрировал агрессивную и активную атаку в первом раунде, да, и Жуманазаров Летит вперед, это опасно очень. У Марка очень тяжелые удары с рук, и удар навстречу может оказаться фатальным для Жуманазарова. Жуманазаров превосходит Волкова, насколько в длине рук, да, но летит вперед. В длине рычагов. Хороший правобоковой. Неплохой. Это вот и разнообразная работа ногами. Он просто отлично Мне кажется, Марк не ожидал такого. Еще хороший апперкот. Очень хороший апперкот. Еще справа попадает Жуманазаров. Но Жуманазаров, как мы видим, и не идет, собственно, в партер. Видимо, нет нужды. Понял, что может разбивать Волкова. Во втором раунде он перебивает Волкова в стойке. Да, Марку советует двигаться. Да, видно, что Марк заряжает правую руку. Вот она попадает. И, скорее всего, да, мы видим, что Марк начинает... Левый боковой от Жуманазарова. Очень интересный бой в стойке мы видим. Два раза Марк провел то, что у него получилось. Заряженную руку, да, вместе с тем Жуманазаров достаточно быстро, достаточно быстро выкупает, вынуждает Марка менять тактику, менять свои технические действия, перестраиваться. И, если можно так сказать, сейчас мы видим противостояние бойцовских интеллектов. Я думаю, кто кого переиграет в стойке, да. Вот. Противостояние не столько интеллекта, а сколько духа. Потому что оба бойца попадают, оба терпят. Я правильно понимаю, ты думаешь, что они оба уже устали и действуют на автомате? Совершенно точно оба устали. Совершенно точно. По языку тела спортсменов это видно. Вместе с тем, вот надо понимать, что одно и то же повторять они явно не будут. Ну, видим, да, как медленно кидал. Вот, как, это было очевидно. Очевидно, да, медленно кидает Марк, это видно. Правый боковой раз за разом пропускает Марк. Боковой корпус. Да, двигайся, кричит Владимир Селивестов своему товарищу. Ни для кого не секрет, что они очень хорошо дружат с Марком. Кстати, было бы интересно, если бы они в одной весовой выступали, дружили они бы или нет. Вот. Марк прорывается на ближнюю дистанцию. Да, вот, вроде бы нашел ключ, подходит ближе, пробивает нижний. Вопрос, как долго это будет работать. Да, Жуманазаров периодически опускает руки, что может быть опасно против такого панчера, как Марк Волков. Но надо понимать, да, бойцы устали, уже плохо держат. И мне кажется, если мы говорим про некую весовую разницу, да, то с бойца большим весом, Жуманазаров, в принципе, производит впечатление бойца с несколько большим весом. Я не говорю сейчас про лишний вес, а вообще, в принципе, да. Очень серьезная левая рука попала. Марк изначально готовился на 65,8 килограмма против Олега Петеримова. Но незадолго до турнира Олег снялся по причине травмы. И на замену вышел Азамат как раз-таки Жуманазаров. Но согнать до 65 и после этого восстановиться да, до 70. он бы точно не смог. Поэтому да, было
было принято решение подняться в категорию выше. Не на категорию выше, это промежуточный вес, 69 килограмм. С одной стороны, есть вероятность, что Жуманазаров устает быстрее, так как тратится больше на массу. Слушай, я бы не сказал, что у него больше мышечной массы, которая как раз таки по мышечной массе ее больше у Марка Волкова. А сейчас разговор не про мышечную массу как таковую, а про массу в целом, да? Так бойцы устают от того, что Супермен панч от клетки. Бойцы устают именно в мышечном плане от того, что мышцы потребляют кислород. Чем больше мышц, тем больше кислорода необходимо. Азамат держит Марка своими ударами ногами на дистанции. Сейчас мы видели неплохой удар в голову, и он пошел до цели, голова дернулась. Скорее всего, судьи поставили отметки сейчас в своих протоколах. Слушай, Азамат явно перебивает Марка в этом раунде. Явно перебивает его в этом раунде. Опять попытка закинуть правый боковой. Совершенно верно. Причем я хотел бы отметить, что Азамат перебивает его все-таки ногами, нежели руками. Много рук попало. Марк пытается прорваться на ближнюю дистанцию. Прорывается. Что мы видим? 20 секунд кричат угловые. 20 секунд. Но будем ориентироваться все-таки на тот секундомер, который находится рядом с главным судьей. Вот сейчас у нас сверяет 10 секунд. Так. И забирает концовку Азамат Жуманазаров, переводя В целом это Марка. ожидаемо. Да. В целом это ожидаемо. Да. В том числе, выйдя на незнакомую публику, Бойцы приветствуют друг друга. с большим уважением видно, что и Азамат относится к своему сопернику. Да, и сразу же видно, что бойцы немножко освежились после перерыва. Ну, я думаю, это как вот по принципу коней, чувствующих водопой. Ребята понимают, что третий раунд последний. Интересное сравнение. Ну, естественно, либо лошади быстрее бегут к дому. Вот. И так вот. Правая нога по корпусу. Ребята Зашла у понимают, Марка. что... Правый лоу-кик. Начинает расстреливать. Предыдущие атаки его были в голову, а теперь начинает расстреливать другие этажи Марка. Обрати внимание, как дернулась передняя нога Жуманазарова, правая, да, после лоу. Вот. Да, уже третий, четвертый лоу-кик в исполнении Жуманазарова, проход в одну ногу. Марк защищается от клетки, широко поставил ноги. Жуманазаров выполняет перевод и в сайд-контроле оказывается. Ну, традиционная ситуация для этого боя. Ну, не скажи. Изначально же Марк несколько попыток удушающих приемов с гарда выполнял, несколько треугольников. Да, помню, в первом раунде был очень плотно закрытый треугольник. Сейчас очень удачная позиция. Да, Жуманазаров переходит на позицию север-юг. Да, стремится, по крайней мере, к этому. Ну, близок к ней. По-моему, он ищет шею. Или возможно, я не исключаю. нам не совсем видно с нашей комментаторской позиции. Марк пытается перейти в ногу. Вставай на него советует Марк. Марку советует вставать на его соперника. И он сейчас пытается это сделать. Одну ногу обхватывает. ногу. Хавгард. Жуманазаров добивает. Жуманазаров добивает достаточно жестко. Но как бы по опыту боев Марка вряд ли Марк это остановит. И не в таких ситуациях он бывал. Да. Бой с Гетиновасовым, конечно, тоже было тяжело, но он дотерпел до конца. И видим, Марк устал. Марк очень сильно устал. Марк устал, но, и, скорее всего, активно обороняется. Да, очень духовитый боец, да. если можно так выразиться. По нашим ощущениям, для победы Марку нужно все-таки выйти в стойку. Либо удушающий, или болевой прием с гарда сейчас. Активно работает. Душит Марк очень хорошо, да, при всем при этом. Он очень атлетичный спортсмен. У него сильные захваты. Но видим пока что Жуманазаров хорошо выполняет контроль, не дает Марку ничего сделать. Но и сам тоже немного делает, стоит отметить. Конечно. Марк является чемпионом Самарской области по любительскому ММА, если я ничего не путаю. Да, все верно. Вместе с тем область на соревнованиях там округа, либо на российских он не представлял. Возможно, если бы у него был такой опыт участия в турнирах любительского уровня, кажется, на более высоких может быть позициях, да, может быть, он и мог демонстрировать и больший арсенал, и большую успешность, в том числе в боях против таких соперников. Потому что вот слышим, как зрители Марк контролирует запястье Жуманазарова, поднять бойцов. Треугольник. Вместе с тем действия рефери абсолютно оправданы, потому что активные действия в партере предпринимаются, бойцы не лежат,
и развивает атаку Жуманазаров, и пытается улучшить свои позиции Волков. Мы видим, что он пытается вытащить таз из-под противника, пытается оттолкнуться от него ногой. Сейчас контролирует запястье, возможно, будет пытаться исполнить удушающий прям треугольник. Да, не исключено. Мы помним, да, как в первом раунде Марк дважды удачно накинул треугольник и вполне мог закончить бой прямо в первом раунде. Да? Ну, Да. надо понимать, Но Жуманазаров перетерпел. физическая подготовка Жуманазарова оказалась лучше. Рефери останавливает бой временно, поднимает бойцов в стойку. Мы слышим выкрики, что осталась минута до конца этого раунда. Марк продолжает расстреливать переднюю ногу. Переднюю ногу Жуманазарова, уходит на корпус. Работает ногами Марк. Демонстрирует то, чего не проявлял в предыдущих двух раундах. Но, скорее всего, ожидаемо, что Жуманазаров сейчас будет вновь стремиться перевести. О, еще один правый боковой от Жуманазарова. Слышим мы, что Владимир Селиверстров... О, удар попадает. Слышим, что Владимир Селиверстров кричит: покажи характер. 40 секунд кричит у нас, что осталось до Конечно, конца раунда. повторюсь, это хорошо, когда бойцы показывают характер. Вместе с тем Жуманазаров забирает одну ногу и еще один перевод. Марк, Так, но Марк, возможен треугольник, но хватит ли времени? Нет. Нет, разрывается замок. 10 секунд, мы 10 слышим. секунд до конца. Слышим мы, слышат бойцы, и это сигнал для Жуманазарова. Скорее всего, даже если Марк выйдет и на болевой, а мы не видим, что Марк пытается сделать, по-моему, рычаг локтя. Все, конец поединка. Да, друзья, это может быть апсет вечера. Может быть, а может и... А может и не быть. Совсем скоро. И чемпион. Промоушена «Битва на волне» в тяжелом весе Шамиль Абасов. Итак, дамы и господа, по завершении трехраундового боя все трое судей одинаково оценили этот поединок 30-27. Единогласное решение. Победу одержала Ласова Жуманазаров! И аплодисменты его сопернику Марку Волкову.